Иминжан Баратов, по профессии сварщик, по образованию техник-технолог, водоснабжение, водоотведение. В данный момент руководитель завода металлоконструкции ТО компании БМ «Скандиум». Давным-давно я просто работал сварщиком. Потом меня перевели в мастера. Теперь у меня пошло общение с клиентами, изучение чертежей, там, скажем, маленьких разработок. Ну и потихоньку вникал в эту работу. Когда набрал опыта и понял, что могу открыть свою компанию, тогда я вот открыл ТО БМ «Скандиум». Наше ТО открылось 4 года назад. Да, не было столько сотрудников, не было столько станков. Когда получали заказ, но у нас не было станков, в это время мы обратились к банку «Центркредит», который дал нам займ, на который деньги мы приобрели станки. Потом уже мы решили все вопросы с заказами. И вот так наш завод потихоньку расширялся. Завод у нас, сам цех, 6000 квадратов. Сотрудников там более 50 человек. Работаем в одну смену. Это с 8 до 5. Но бывает большое количество заказов, и это все нужно делать срочно. Тогда создаем вторую смену. С этого потихонечку мы начали двигаться. Но сварочных аппаратов как бы это не решает вопрос. Нужны станки. Гибочный станок, гильотина, вальцы, ну, очень много. Ну и потихоньку зарабатывали деньги, приобретали станки и так двигались вперед. Это просто пластины, закладные детали для строительства домов. Очень много вот таких заказов бывает. Это изделия штучные, бывает и тоннами мы их делаем в большом количестве. Мы выпускаем как бы разную продукцию. Вот какой поступит заказ, то и делаем. Что нужно на сегодняшний день производству, человеку, частному лицу. Вот, позвонили, спросили, сказали, можете сделать, мы это и делаем. Пусть это будет маленькая деталь, пусть это будет большая, мы никому нет не говорим, берем и делаем. Но какая продукция сегодня востребована, скажем так, это металлические формы для ЖБИ. Вот. Их приобретает малый бизнес, средний бизнес и даже частное лицо, которое может просто у себя открыть ИП и зарабатывать деньги. ЖБИ – это завод по изготовлению железобетонных изделий. Вот все, что из бетона делается, для этого нужна металлическая форма. А это сегодня мы можем делать. День перерабатывается, скажем, около 16-20 тонн, потому что металл к нам заезжает ежедневно, в машину грузится не более 20 тонн, вот до 20 тонн в день перерабатывается, скажу так. Сложности, да, они бывают, но когда команда сплоченная, и которая команда все может и все понимает, любые сложности – это буквально ненадолго. Час-два, и мы их решили. Нет, я думаю, что это точно не лимит. Можем больше, и есть желание делать больше. Размеры завода, может быть, не позволят. Ну, для этого нужно думать, расширяться, скажем так. Мне кажется, лучше построить второй завод, уже учитывая все минусы, плюсы, вот тогда будет удобно работать для всех, и для рабочих, и для руководящего состава. Банк «Центркредит» в свое время нам дал займ. Мы приобрели станки. И вот за счет этих станков мощность нашего завода увеличилась. Спасибо банку. Но сегодня, я думаю, нужно изучать новые технологии, не опускать руки, ставить перед собой цель и двигаться туда. Но я думаю, условия везде есть. Самое главное, чтобы было желание. Если есть желание, есть энергия, в нашей стране можно работать и зарабатывать деньги.